Привет всем, кто смотрит это видео. Я решил начать записывать уроки о том, как я изучаю английский язык. Возможно, мой опыт кому-то пригодится, да и мне самому интересно найти друзей по желанию, что называется. Ну и в общем, я хочу начать с тех ресурсов, которые мне показались интересными и которые мне порекомендовали другие люди, которые точно так же изучали английский язык. Ну, например, порекомендовали вот такой сайт. Английский язык в пазлах. Сейчас я покажу. Да. Вот такой сайт. Я уже показывал. Очень кратко рассказывал об этом сайте. О том, что я здесь зарегистрировался и прошел тестирование. Как новичка. Ну и так далее. Тут можно проверить себя на разные уровни. Далее, что мне показали и рассказали, есть такой сайт ororot.tv. Я пока еще не пробовал этот ресурс, но тут, видимо, фильмы на английском языке, и вы можете смотреть по желанию и приобщаться к английской речи. В общем, мне этот ресурс порекомендовали в одном из видео, кажется, Евгений Попов, я сейчас точно не помню, который занимается продвижением сайтов на WordPress. Дальше есть такой еще ресурс, тоже кто-то дал. И вот этот сайт Coursera. Говорят, тоже он интересный. Ну, в общем, посмотрим. Я хочу изучить этот сайт. Потом на следующих видео я выложу, что тут есть и что мне самому удалось понять в этой системе. Пока ничего сказать не могу. Этим сайтом я уже сам воспользовался. Это следующий ресурс WikiHow. Как, в общем, как, ну и так далее. Здесь вы набираете вопрос на английском языке. Ну и вы получите ответ. Ну, допустим, я забил как study English. Я писал на английском языке и как изучать английский. И вышла вот эта вот система советов. How to learn English faster. То есть, как изучить английский язык быстро. И я начал читать, смотреть. Ну, в общем, как мне показалось, совет это, на мой взгляд, дельные. Ну, допустим, да, я сейчас плохо понимаю текст, но Google нам, как всегда, в помощь. Предположим, первое, что советует тут читать. Я это понял, read, да. В общем, Google переводчик, кстати, я тут уже забивал. И, в общем, читать. Что читать? Читать веб-комиксы. Вот, веб-комикс. Я думаю, что это совет дельный. И наверняка найду сайт, где эти веб-комиксы и есть. Пока я не знаю, где их найти. Дальше второй совет, как изучать английский. Watch movies, я так понимаю, нет, так или нет, но в общем давайте мы сейчас опять обратимся к нашему богу Гуглу. Смотреть фильмы, да. Тут в Гугле что хорошо можно прослушать. Watch movies. Watching movies will also... Да. В общем, смотреть фильмы на языке оригинала. Это второй совет. Думаю, что он дельный, и как раз фильмы мы будем смотреть вот на этом ресурсе. Дальше третий совет, что у нас тут идет. Играть какие-то игры. Play, я это понял. Так, многопользовательские игры онлайн. В странах английского языка, которые дадут вам возможность говорить с ними. И конкретно рекомендую играть World of Warcraft, Tom the Editors, ну и так далее. Да, я эти игры не играл в эти игры, поэтому придется, видимо, загрузить что-то из них и попробовать в общении. Дальше четвертый совет. Что они нам говорят? Ну вот и статьи. Найти онлайн переписку Penpal. Друзей, в общем, по переписке. В принципе, да, это действительно без тех друзей, френдов, которые знают реально английский, в общем-то, сложно будет овладевать.
Я думаю, живые реальные люди обязательно нужны будут. В общем-то, я сам этого и хотел, и хочу. И, возможно, на следующих видео я буду показывать и говорить о том, с кем же я действительно смог познакомиться в реале, что называется. Так, 5-й совет. Что нам говорит Google? Так, make a friend. Подружиться. Ну да, вот. То есть переписываться, подружиться. То же самое, по сути, да. Подружиться по скайпу, предположим, и общаться через эту систему. Так, дальше. Тут, я так понимаю, слушать песни, петь песни, да. Sing songs. Learning and singing songs. Словарный запас. Да, будем слушать Beatles, наверное. Ну и другие известные группы. Так. Serious Study. Что это значит? Часть 2. Серьезное изучение, что ли? Посмотрим, как переводят. Серьезное исследование. Да, ну, давайте проверим, что нам советуют. Здесь. Купить курсы. Взять курсы английского языка. Самые важные слова по грамматике. Так, онлайновых программ. Ну, мы потом посмотрим, какие тут курсы. Но по курсам, в общем, я пока, видимо, остановлюсь на пазлах в английском. И есть еще второй сайт, который мне показался интересный. Learning English. Это Голос Америки, Voice of America, видимо, да? Здесь есть видеоуроки для начинающих. Видимо, так я понял. Тут пытался посмотреть несколько уроков. Они, в принципе, действительно для начинающих. Для первого уровня, наверное, да, и так далее. Тут уровни. В общем, я полагаю, что вот этот вот сайт, он интересный. И тут, по-видимому, есть новости на английском языке. Кстати говоря, я пытался посмотреть систему аудирования, аудиоменю. И тут есть вариант, когда можно будет текст слушать. И, то есть, прослушивать тексты и смотреть, как в реальности это воспроизводится. Так, давайте. Это видеоуроки, я так понимаю. Так, видеоуроки. Да, вот эта система. Ну, мне нравится эта система. Да, на английском языке, и диалог он весь прописан. В общем-то, тоже вариант очень даже неплохой. И я думаю, что, наверное, буду пользоваться вот этим ресурсом. Ну и потом, вот пока те сайты, на которых я остановился, которые я нашел для себя и на которые я пытаюсь обратить внимание. Но я забил в YouTube темы и опыт, как же другие изучали английский язык и, в общем, как у них это удается. И послушал где-то 5 человек, но в основном девушек, которые выехали в Америку, и они там изучали английский язык и делятся опытом. В общем-то, их опыт интересный на самом деле. Одна из девушек, Дарья Карелина, она говорит, что надо изучать английский как ребенок, пока не заморачиваться на грамматике. В общем, слушать, смотреть, слушать. Ну, в общем, впитывать все, что есть. Ну, эта идея мне понравилась. Здесь она дальше рассказывает о том, как она сама обучалась и поступила в онлайн университет. Но тоже другая немножко тема. Но, в общем, эта идея, она такая для меня более-менее интересная. Так, далее еще тут одна девушка, Florida Beauty. Она тоже посоветовала. Один из вариантов, реальный вариант, это найти друга. Здесь где-то даже есть... Сейчас, подождите. Она, в общем, пришла на встречу со своей подружкой, ну и как бы задает ей вопрос, как же изучить английский. И та советует найти друга. В общем-то, такой реальный дельный совет — найти друга.
В общем, я не буду озвучивать все это. Посмотрите сами, если будет интересно. Дальше. Я как-то нашел еще Кирилл Инглишер, да. Все же грамматику надо изучать, как-то понимать. И я решил посмотреть серию уроков на тему времен глаголов. Дело в том, что, как я понимаю, чтобы понять любой язык, в первую очередь надо изучать систему времен. По крайней мере, так мне кажется. Я сравниваю с английским и хакасским языком. Если бы кто-то начал бы изучать хакасский язык, я бы сразу посоветовал изучить времена глаголов. Это первое, что мне приходит на ум. Ну, понятно, лексику. То есть слова, количество слов надо будет заучивать в связи с выражениями, в словосочетаниях, проще говоря. Так, вот этот ресурс. Я думаю, посмотрю еще другие видеоуроки, как изучать английский. Тут также есть вот Полиглот, да, тоже на него подписался, Полиглот с Петровым. Говорят, что интересный ресурс, тоже его посоветовали. Но еще я нашел один интересный сайт изучения английского языка. Вот. Какие слова нужно учить в первую очередь? Именно слова, пока без связей, да, просто слова. Очень хороший сайт, ранжирование слов. И смотрите, наиболее часто встречается слово the в английском языке. Оно занимает первое место. И так далее. В общем, второе место занимает слово of, третье and, четвертое to и так далее. В общем, каков смысл всего этого? Лично я усматриваю в этом ресурсе, допустим, некий такой план изучения. Да, в день выучить по 10 слов. Предположим, или по 20 слов, или по 25 слов. Просто тупо учить слова, пока без словосочетаний. И вот эти слова, если вы запланировали в какой-то период, скажем, заучить там 3000 слов за какое-то время, да, вот этот сайт, мне кажется, он поможет. Тут просто нужно учить тупо слова. Перевод слов, я думаю, можно будет найти в системе Google. Идете сюда, по 10 слов, допустим, забиваете, и вам дадут перевод. Ну, в общем, я думаю, можно будет приноровиться. Но этот сайт, он мне тоже нравится. И можно посмотреть, какие слова все же здесь часто встречаются. Ну и так далее. Можно тут поиск слов, можно забивать слова и смотреть, как это слово часто встречается. Допустим, любовь. Слово love, да, любовь. Вот по рангу 384 место оно занимает по частоте встречаемости. Ну и так далее. Это дает возможность, ну, допустим, сейчас мы забьем по ранжированию 50-тысячное слово. То есть 50-тысячное место какое слово занимает? Ну, вот такое, какое-то слово, возможно, весьма специфическое и специальное. И оно не часто встречается, и нужно ли изучать это слово. То есть вот, ну, удобство, да, для быстроты осваивания английской речи. Вот этот ресурс, я думаю, тоже будет мне лично в помощь. Ну и другой ресурс, Google переводчик, это всем известный ресурс. Им, конечно, надо будет всегда пользоваться. Здесь есть словарь, допустим, то же слово love, да, можно его прослушать, посмотреть в словосочетаниях, и есть переводы. И мне этого пока достаточно на первое время. Ну вот, таким образом я решил себе, в общем, дать, что называется, пинка, что ли, под зад, грубо говоря, да, для изучения английского языка. Того долгого намерения, которое я всю жизнь пытаюсь все как-то изучить, и никак не могу это дело начать осваивать. И вот решил даже записывать видеоуроки, что называется, чтобы люди потом, кто смотрит это видео, мне напоминали: а вы там выучили, смогли выучить английский язык, чтобы потом мне от этого становилось стыдно, да, от того, что я не могу выучить английскую речь, и я, чтобы опять продолжал развивать свои собственные навыки говорения.
Спасибо за внимание всем, кто был со мной. Подписывайтесь на канал. Если у вас есть свои собственные каналы, пишите комментарии. Я тоже услышу, возможно, ваши какие-то отдельные советы, ваши ресурсы. И, может быть, нам следует общаться именно в этой теме изучения английского языка. С вами был Сибдей Том. До следующего видео.